День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В приоритете сбережение народа, а значит и всемирная поддержка семей. Кто ищет, тот всегда найдет. Как промышленные предприятия решают проблему квалифицированных кадров, а желающие трудиться получают высокооплачиваемую работу, выясняли наши корреспонденты. Якутск в ожидании главного спортивного события года – Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. Легендарный Павел Пинигин трижды становился обладателем этого кубка. На какие шансы у наших якутских борцов попасть в состав сборной команды России? Об этом в материале наших коллег. В республике снесут 1 миллион квадратных метров ветхого и аварийного жилья. В России начинается новая масштабная программа по переселению граждан. Новоселье отпразднуют более 60 тысяч якутян. В России стартовала мусорная реформа. Разберемся, за что именно теперь граждане страны платят немалые деньги и что кардинально изменилось в обращении с твердыми коммунальными отходами. Якутску могут присвоить статус исторического поселения. Наши корреспонденты узнали, зачем республике нужен этот статус и что он даст Якутску. Первые зимние наши. Ровно неделю назад завершились первые международные зимние спортивные игры «Дети Азии» на Сахалине. Юные спортсмены вернулись домой и готовятся к следующим стартам. В Якутске прошло чествование медалистов, которые получили благодарственные письма и денежные премии. Какой ценой дались ребятам медали и какие у них дальнейшие планы? На встрече побывала наша съемочная группа. Первые зимние дети Азии, первые медалисты. Из 8 видов спорта юные якутяне отличились в биатлоне, лыжных гонках и хоккее. Напомним, по результатам спортивных игр Якутия завоевала 6 медалей, 3 серебряных и 3 бронзовых. Наиболее долгожданным и впечатляющим стал результат биатлониста Николая Максимова из амгинского села Сулгачи. Он принес сборной первую медаль. Стал серебряным призером в дистанции 10 километров, уступив Виктору Молчанову из Сибирского федерального округа. Разрыв составил 24 секунды. Как говорит сам Николай, соперники сильные, конкуренция достойная и гонка вышла интересной. Сделал практически историю. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Чувство радости и гордости за него, за нашу работу биатлонную и за республику в целом. Первая медаль, серьезно, первая медаль. Наибольшие успехи продемонстрировали лыжники. Илья Заворотных завоевал серебро, Анастасия Ткаченко и Владислав Парфенов получили бронзу в эстафете дружбы по лыжным гонкам. Медаль давалась очень тяжело, к ней идти нужно было не 1, не 2 и не 3 года. Это как бы работа, это апогей всего того, что мы делали. То есть всей работы, которая вот как ты пришел маленьким человечком таким на лыжи, как встал, и вот это как бы вот всего того, когда ты еще ребенок, это вот самое такое большое достижение, которое может быть. Шли очень долго. Первые дни у нас ничего не получалось, уже опустили руки. Но на последние гонки нашли все силы и выступили успешно. Эта медаль мне еще дала новые знакомства, новые впечатления какие-то. В целом все понравилось, все хорошо. По приезду нашей сборной в Якутске провели чествование призеров соревнований. Юным спортсменам вручили благодарственные письма от имени главы Якутии Айсена Николаева и денежные сертификаты. На спортивных играх «Дети Азии» спортсмены столкнулись с жесткой конкуренцией. Среди соперников были призеры российских и мировых соревнований. «Дети Азии» показали, что у юных спортсменов из Якутии есть большой потенциал, но и есть над чем работать. Мы увидели, что наши дети очень способны, несмотря на то, что у нас нет специализированной инфраструктуры по зимним видам спорта, кроме биатлона и лыжных гонок. Тут нужно отточить мастерство по стрельбе,
В общем-то, скорость у нас... Наибольшие успехи продемонстрировали лыжники. Илья Заворотных завоевал серебро, Анастасия Ткаченко и Владислав Парфенов получили бронзу в эстафете дружбы по лыжным гонкам. По приезду нашей сборной в Якутске провели чествование призеров соревнований. Юным спортсменам вручили благодарственные письма от имени главы Якутии Айсена Николаева и денежные сертификаты. Правильно угадать смазку лыжи и так далее, иметь запасные лыжи и так далее, арсенал. Но это все опять-таки в конце концов упирается в финансы. Но на сегодняшний день мы можем рассчитывать, что вот эти два вида у нас неплохо конкурируют на детском и азиатском континенте. В медальном зачете первых зимних международных игр «Дети Азии» Якутия вошла в десятку лучших. Это хороший результат, на котором никто останавливаться не собирается. Соревнования показали необходимость развития зимних видов спорта в Якутии, чему в ближайшее время планируется уделять пристальное внимание. Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск. Очень богатым на масштабные спортивные события выдалось начало этого года. Только улеглись страсти наших болельщиков, следивших за юными спортсменами, как уже меньше месяца осталось до проведения Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет у нас в Якутске 16 и 17 марта. Республика активно готовится к предстоящему событию. В продажу поступило около 5000 билетов, которые раскупили практически моментально. Подробности о подготовке к чемпионату в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Кубок мира впервые за 8 лет проводится в России. Символично, что принимает его Якутия, где вольная борьба – спорт номер один. Напомним, предложение о проведении Кубка было внесено главой республики Айсеном Николаевым. И эта инициатива была поддержана Международной федерацией. История вольной борьбы в Якутии прочно связана с Кубком мира. Виктор Лебедев в составе сборной России дважды становился его обладателем. А легендарный Павел Пинигин завоевывал эту награду с национальной командой аж трижды. История его побед доказывает, что для борца Кубок мира – это серьезная заявка на олимпийское золото. Я был бы счастлив участвовать в своих родных стенах и показать свои лучшие стороны. Ну, вот это я хочу сказать не о себе, а о ребят, которые наши спортсмены из Якутии будут выйти помочь этот ковер. Они должны показать самые-самые лучшие качества и победить убедительно. До главного спортивного события года остался буквально месяц. Подготовку к Кубку можно увидеть невооруженным взглядом. По всему Якутску появляются огромные баннеры, оповещающие зрителей. К соревнованиям планируется распечатать около километра брендированной печатной продукции. Поболеть за нашу сборную вживую и посмотреть на борцов мирового класса с трибун спорткомплекса «Триумф» смогут 5000 якутян. Билеты за места на центральную трибуну раскупили буквально за час, и около 550 билетов будут переданы бесплатно для воспитанников детских домов, спортивных школ и клубов, а также ветеранам спорта. Также зрители могут посмотреть прямую трансляцию Кубка мира на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24. Мы точно знаем, что как бродкастерам и техническим операторам трансляции будет наша НВК «Саха» Якутия. Вот, но, к сожалению, мы пока окончательно еще не знаем, какие телеканалы будут привлечены, но мы точно знаем, что где-то около 10-11 каналов стран будут покупать сигнал. Основные подготовительные работы ведутся в спорткомплексе «Триумф», ведь он станет основной ареной событий. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Раздевалки, которые душевые заново ремонтировали, делали лучше, чем прежде. Потом гардеробы тоже поменяем. И работу провели еще косметический зал борьбы, зал бокса, коридоры. «Триумф» готовят именно к проведению Кубка. Его стены покрасили в зеленый, официальный цвет предстоящего события. Внесли коррективы и по планировке. В Центре спортивной подготовки «Триумф» проходит множество соревнований по вольной борьбе самого разного уровня. Традиционно они проходят на 3 матах, но по требованиям Международной федерации Кубок мира будет проводиться на 2. Организаторы обещают, что соревнования будут еще более зрелищными. Зрелищным сделали даже выход спортсменов на ковер. Для этого установили 2 плазменных экрана, через которые будут выходить команды.
В турнире примут участие 8 сильнейших сборных планеты. В этом году по итогам прошлого чемпионата мира сильнейшими стали Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия и Иран. На право попасть в число участников в составе сборной России претендуют трое якутян – Эдуард Григорьев, Ариан Тютрин, а также лидер сборной Якутии Виктор Рассадин. Все они показали наиболее высокие результаты и сегодня имеют наилучшие шансы стать частью национальной команды. И сборная России будет самой хорошей, как уже Джамбулат Ильич Тудеев в своем интервью говорил, что самая сильная команда поставит у нас в Якутии. Как я уже говорил и повторяюсь, что 8 лет назад только у нас был кубок. Мы хотели бы вернуть его в Россию. Сейчас все спортсмены сборной России тренируются в Москве. Окончательный состав сборной определится во время вторых учебно-тренировочных сборов, которые намечены на начало марта. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. До начала соревнований Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин все меньше и меньше времени. Сегодня глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом подготовительных работ на объектах Центра спортивной подготовки «Триумф». Монтажные и отделочные работы ведут 6 подрядных организаций. Первоочередное внимание в соревновательной зоне. Особое внимание уделяется также и гостинице, где остановятся спортсмены. Далее Центр спортивной медицины и реабилитации. Здесь участники Кубка будут проходить ежедневный осмотр, а также восстанавливаться после физических нагрузок. По словам организаторов, готовность объектов 70%. По итогам осмотра Айсен Николаев обозначил ряд вопросов и мер по обеспечению безопасности. Напомним, Кубок мира по вольной борьбе 2019 пройдет в России впервые за 8 лет. Это стало возможным по предложению главы Якутии. Его инициатива поддержана Международной федерацией борьбы. До главного спортивного события года в республике ровно 20 дней. Киберспорт – спорт уже не будущего, а настоящего. Именно к такому выводу пришли участники дискуссионной площадки с участием председателя правительства республики Владимира Солодова. Якутия уже давно является центром интеллектуального и технологического развития всего Дальнего Востока. И поэтому для популяризации этого направления участники дискуссии киберспортсмены предлагают проводить в республике как можно больше мероприятий. Тем более, что руководство Федерации России по киберспорту поддерживает наши любые начинания. Также они готовы привозить в Якутию на соревнования игроков со всей страны и мира. Должны эту тему развивать и становиться лидерами России и одними из серьезных игроков Северо-Восточной Азии в целом. И второе, что сам киберспорт является одним из трендов как развития киберобщества, то есть у нас общество становится информационным, и один из аспектов, что у нас соревнования становятся тоже виртуальными. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем. Это программа «День за днем». Одним из главных политических событий страны, безусловно, стало ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства в первую очередь обозначил, что ключевые задачи государства развернуты в национальных проектах. В числе самых приоритетных задач – это всесторонняя поддержка семей с детьми. Был представлен новый пакет из 4 мер государственной поддержки таких семей. Первая мера – предложение увеличить выплаты на первого и второго ребенка. Вторая – это пособие по уходу за детьми-инвалидами. Третья мера затрагивает налоговые льготы на недвижимость для многодетных семей. А четвертая касается продления действия 6% ставки для многодетных семей на весь срок ипотечного кредита. В качестве еще одной дополнительной меры прямого действия Владимир Путин анонсировал о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для всех семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру
что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Послание президента в интервью нашему телеканалу прокомментировал глава республики Айсен Николаев. Очень хорошо, что конкретные инициативы прозвучали и по дополнительным выплатам, и по помощи тем семьям, которые имеют сегодня ипотечные кредиты, по помощи как раз через предоставление налоговых льгот, в том числе по земле, по жилью. Это очень важно, потому что как раз вот такие реальные мероприятия, которые близки и доходят до каждого человека, они как раз и способствуют повышению уровня жизни в стране. Конечно же, те другие задачи, которые поставлены президентом, и по росту экономики, по улучшению экологии, в том числе вот по обустройству национальных парков, в том числе на территории нашей республики, они тоже нам всем созвучны. Мы их будем исполнять, и уверен, что вот эти решения также помогут более быстрому развитию нашей страны. Ну а что рядовые жители думают о мерах поддержки многодетных семей, о которых Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию, мы узнали у столичных горожан. Отношусь это положительно, потому что в наше... Конечно же, положительно. Потому что в наше время, то есть, если женщина сидит с ребенком по уходу, в семье уже нет достатка какого-то дополнительного, и это сказывается на их бюджете. И, конечно, то есть любая социальная поддержка для семей – это большое подспорье. Положительно, так и должно быть от государства, что такая поддержка должна быть. Надо демографию улучшить. Тем больше, тем лучше. Не могу конкретно ничего сказать, но многие, конечно, пользуются. Конечно, да, за классный проект, я бы сказала. Но у меня один ребенок, я господдержку еще не получала, но в будущем планирую, наверное, скорее всего. Это, может, действительно неплохая идея, да, я, конечно, не пользовался, но я думаю, все, что делается, все к лучшему, почему бы нет. Положительно, конечно же, к этому отношусь. Я считаю, что мамочек надо поддерживать. И вообще все супер, и мы планируем еще пополнение в семействе. О мерах социальной поддержки семей с детьми рассказали и будущим мамам в перинатальном центре Якутска. Напомним, главой региона Айсеном Николаевым 14 февраля был подписан указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Нововведения коснутся всех детей, рожденных с января 2019 года. Все подробности у Саргыланы Федоровой. В перинатальном центре Якутска ежедневно на свет появляются в среднем 15-20 детей. Большая часть новорожденных – вторые и последующие дети. Пополнить ряд многодетных мам готовится Кристина Строева. Она надеется, что дополнительные выплаты станут большим подспорьем для многодетной семьи. Очень существенная поддержка. Особенно на третьего ребеночка. На первого ребенка дополнительно единовременно идет, да? А на второго ребенка региональный капитал добавили. На третьего ребенка до 3 лет будут оплачивать пособие, тоже очень хорошо. При рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную выплату в 2-кратном размере прожиточного минимума на ребенка. На сегодня это 33 812 рублей. А на второго ребенка семье положено 30% от маткапитала или 135 900 рублей. С третьим ребенком до достижения его 3-летнего возраста ежемесячно будут выплачивать 16 900 рублей в размере одного прожиточного минимума для детей. Помимо всех пособий, которые у нас были и есть, они не отменены. Вот эти меры, они должны, направлены на улучшение демографической ситуации. В прошлом году был подписан указ президента российского при рождении первенцев. Как показывает статистика, рождаемость, она пошла вверх. В перинатальном центре роды протекают без стресса и особых осложнений. Во многом это удается благодаря плановой медицинской помощи во время беременности. В центре активно пропагандируют совместные роды. Они безопасны и для мамы, и для малыша. От мужа требуется только ФЛГ.
И при поступлении они должны поступить вместе. Муж в эмоциональном плане помогает, поддерживает, там массаж делать, врача позвать. Дополнительные выплаты в республике приняты в рамках исполнения задач, поставленных в майском указе президента России по поддержке демографии и качества жизни в целом. Порядок новых выплат установят в марте. Услуга может быть доступна и в электронном формате. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В социальном блоке своего послания президент озвучил ряд качественных изменений. Например, это программа «Земский доктор». При переезде на работу в сельскую местность врачи получат по 1 миллиону рублей, а фельдшеры по 500 тысяч. А в следующем году запустят аналогичный проект «Земский учитель», который должен решить проблему нехватки учителей в сельской местности. Также за 2 года должна быть полностью решена проблема со старыми школами. Дети не должны учиться в зданиях, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Кроме того, 17 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. В приоритете и борьба с бедностью. В качестве инструментов предложены социальные контракты, индексация пенсий сверх прожиточного минимума, а также ипотечные каникулы. С 1 января увеличился тариф на вывоз мусора и изменился принцип его формирования. У всех квитанциях появилась новая строка, и многие жители недоумевают, за что же именно они платят. Вникала в проблему Сусанна Рожина. Сегодня мы с вами будем разбираться, в чем принципиальное отличие новой коммунальной услуги по вывозу мусора от того, что было раньше. За что мы с вами платим каждый месяц более 130 рублей с человека. Вся страна перешла на новую систему обращения с отходами. Но как эта система работает, пока вызывает вопросы. И как сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, люди должны видеть, за что они платят немалые деньги. С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. В Якутии, как и в других регионах, принято решение взимать плату за мусор не с квадратных метров, а с человека. Принцип понятен. Объем мусора зависит не от площади жилья, а от количества проживающих. Но насколько работа по обращению с отходами отвечает тому, сколько мы платим? В текущем году уже будет ввод полигона твердых коммунальных отходов на 26-м километре города Якутска. Да? Это все благодаря переходу на новую систему. Основная цель перехода на новую систему – отладить полную цепочку – сбор, вывоз, обработка, утилизация, переработка мусора. Это должно не только повысить качество услуги, но и улучшить экологическую ситуацию. Ведь сейчас оператор платит не только НДС, но и налог за оказание негативного воздействия на окружающую среду. И того безобразия, которое творится сейчас в частном секторе, быть не должно. Согласно новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в частном секторе должны быть установлены контейнерные площадки, которые должна оборудовать муниципальная власть. Частный сектор, который никогда не пользовался этими услугами, на сегодня региональные операторы начали устанавливать контейнерные площадки для того, чтобы вывозить оттуда отходы. Но, как мы видим, по итогам рейда Общероссийского народного фронта эти площадки не установлены. И возле частных домов в центре города навален мусор и сомнительные наледи. В данном случае фиксируем правонарушение, оно налицо. Будем уведомлять муниципалитет. Штабные, так сказать, нарушения. Можно сказать, что частный сектор страдает критически. В любой почти что двор можно заехать и обнаружить данную свалку. В настоящее время в частном секторе нет ни площадок, ни контейнеров. Оплату взимают уже со всех. При этом жильцам уже нельзя самим вывозить мусор на полигон, как раньше. Сбор и вывоз мусора региональным операторам пока осуществляется только с оборудованных площадок. В день стабильно выполняется 2 выезда. Каждый выезд у нас это полная загрузка, 30 адресов, 60 баков каждый выезд. То есть в общей сложности 120 баков. Это с учетом подбора, и это чистки территории вокруг.
Итак, переход на новую систему обращения ТКО пока только оголяет проблемы с отходами, которые характерны для всех регионов и копились в стране десятилетиями. Наводить порядок в прямом и в переносном смысле придется целый год. Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту следить за внедрением новой системы в регионах и докладывать об эффективности мусорной реформы. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе операции на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие 2 года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за 6 лет и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. О реализации проекта «Местные кадры в промышленность», о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы, и о ситуации на рынке труда в целом мы расскажем чуть позже. Сейчас небольшая рекламная пауза, и мы обязательно продолжим. Это программа «День за днем», и мы продолжаем. В России с начала года почти вдвое увеличен размер пособия по безработице. И как следствие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло и количество безработных. Об этом заявили в Центре занятости города Якутска. Тем не менее, 7,5 тысяч местных кадров трудоустроят в этом году по проекту «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил руководитель Госкомзанятости Республики Степан Москвитин. О том, какие профессии в промышленности наиболее востребованы, в материале Анастасии Даниловой. Наибольшая кадровая потребность на рынке труда Якутии наблюдается в промышленности и строительстве. Это сфера с наибольшим темпом развития, количеством масштабных проектов и высокой заработной платой. При этом в отрасли большое количество внешней рабочей силы из других регионов и стран. Поэтому для экономики республики целесообразно замещение трудовых мигрантов местными специалистами. В масштабе это позволило бы существенно повысить уровень доходов многих якутян. В целях этого уже 3-й год в республике реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Задача поставлена главой Республики Саха-Якутия в 2019 году трудоустроить в промышленной компании не менее 7,5 тысяч человек местного населения. Да? Поэтому, конечно, задача очень серьезная, и только объединив усилия, мы сможем решить эту задачу более успешно, с тем, чтобы наше население было занято, имело доход определенный. Одна из главных проблем на рынке труда республики – это дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Поэтому один из крупнейших работодателей Якутии, компания «Алроса», инициировала дискуссию по вопросам качества подготовки рабочих кадров. Алмазодобывающая компания отметила готовность продолжения сотрудничества в вопросе профориентации и дуального образования, которое заключается в практическом обучении и стажировке на промышленных объектах. Для выполнения плана по трудоустройству тысяч якутян необходимо увеличить количество и качество квалифицированных специалистов в зонах промышленного производства в Южной и Западной Якутии. Нехватка специалистов, особенно рабочих специальностей, их действительно критично недостаточно в нашей республике. И когда идет в целом набор и рекрутинг работников по тем новым направлениям, которые Алроса разбивает, тоже верхнемунское месторождение алмазов, да, мы далее имеем определенные направления по расширению и по Нюрбе, и по алмазам Анабара. Здесь действительно идет достаточно серьезный поиск работников соответствующей квалификации. Всего в проекте участвует 21 промышленная компания. Все они готовы принимать якутян на работу в приоритетном порядке. Однако мало требовать трудоустройства. Учитывая сложность работы и высокие требования к безопасности в работе на месторождениях и фабриках, соискатели должны иметь профильное образование и профессионализм. Итак, самые востребованные специальности в горнорудной промышленности – это проходчик, обогатитель полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования, оператор нефтяных и газовых скважин, машинист на открытых горных работах, токари, слесари, сварщики, лаборант-эколог и другие. Таким образом, приоритет местных кадров в промышленности сохранится на ближайшие 10-20 лет. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск.
На этой неделе в республике прошел 7-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2019. 6 лет назад республика присоединилась к движению WorldSkills, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. В этом году участие в региональном этапе приняли более 1000 человек в 3 возрастных категориях. Состязания прошли на 29 соревновательных площадках в Якутске, Нерюнгре, Мирном, Жатае и Хатассах, Хангаласском, Тампонском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах. Участники чемпионата старались использовать свой шанс победить, чтобы попасть в состав сборной, которая будет выступать через несколько месяцев на международном чемпионате в Казани. Как проходил этап соревнований в Мирном, узнавала Марфирина Алексеева. В течение 5 дней за победу боролись 65 участников со всей республики. 56 экспертов внимательно наблюдали за их работой. Участники показали свои навыки в таких компетенциях, как ремонт и обслуживание легкового автомобиля, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса. Кроме того, в этот раз впервые была презентована региональная компетенция «Ремонтник горного оборудования». Данная профессия одна из самых востребованных, во всяком случае, в нашем регионе. Слесари и электрослесари по ремонту горного оборудования на сегодняшний день представлены, и у нас работают и в Мечеле, и в Колмаре. И многих других предприятиях, ведущих добычу и обогащение полезных ископаемых как на территории республики, так и за пределами. В выставочной компетенции «Ремонтник горного оборудования» участники работали в бригаде по 5 человек, соревнуясь в сборке, разборке и правильной эксплуатации ленточных конвейеров и рольганга. Такая работа в команде выявляет лидерские и компетентностные характеристики между членами бригады. Командный дух у них воспитывает, и правильность работы, соответственно, этого оборудования. И непосредственно будущие выпускники, приходя к нам уже на производство, будут знать, как обращаться с этим оборудованием. Студенты Южно-Якутского технологического колледжа, уже работающие на производстве, на чемпионате помогали участникам, знакомив с представленным оборудованием. Среди болельщиков на чемпионате было много школьников. Большое любопытство у них вызвали бесплатные экскурсионные программы и возможность пройти профориентацию и погрузиться в профессию с помощью современных тренажеров. Но школьники были не только среди болельщиков, но и среди участников. В категории юниоры. Так, Никита Гуреев, ученик 10 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгре, пробовал свои силы в компетенции «Программные решения для бизнеса». Необходимо создать удобный интерфейс для общения риэлтора и клиента, который хочет продать свою квартиру. Получается, мы реализуем программу, в которой они могли бы обмениваться заказами. В данной компетенции участникам нужно было пройти 5 сессий, на каждой из которых свое техническое задание. Сессии связаны с работой в Excel, в базе данных, с работой в MySQL, C#. То есть такие программы нужно знать детям, чтобы выполнить эти задания. Победители WorldSkills 2019 были определены во всех 4 номинациях и возрастных категориях: юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых для профессионалов старше 50 лет. В день закрытия состоялся настоящий праздник с поздравлениями и награждениями участников сертификатами, дипломами, кубками и денежными призами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгре. И продолжая тему, уже 2 года компания «Газпром Трансгаз Томск» проводит в Ленске ярмарку вакансий, благодаря которой местные жители имеют возможность трудоустроиться на работу в нефтегазовое предприятие. Все подробности расскажет Светлана Балеева. Вот уже несколько лет компания «Газпром Трансгаз Томск» трудоустраивает на свое предприятие местное население. Правда, для того, чтобы пополнить ряды сотрудников этой крупной компании, нужно пройти жесткий отбор. Одному из немногих его удалось пройти Владимиру Горохову. Владимир Горохов работает на предприятии «Газпром Трансгаз Томск» совсем недавно, пока на испытательном сроке, но он буквально на днях должен закончиться. Трудоустроился на предприятии молодой человек благодаря ярмарке вакансий, которая состоялась в прошлом году. Желание работать в крупной компании у Владимира присутствовало с того момента, как он только закончил университет. Конечно, я и раньше пытался устроиться в данное предприятие, неоднократно подавав резюме, но, к сожалению, это было безуспешно. И благодаря именно этому мероприятию, как ярмарка вакансий, мне так повезло. Я пришел, заполнил форму, подал резюме, прошел собеседование. Надо сказать, что предприятие «Газпром Трансгаз Томск» в рамках программы «Местные кадры в промышленность» сегодня привлекает на работу только местное население. Мы привлекаем
специалистов, как бы только местное население. Отказались от вахт. Все люди, которые у нас работают, они проживают в городе Ленске. По итогам ярмарки, прошедшей в августе прошлого года, из 240 соискателей было отобрано 80 человек. Из них 40 были трудоустроены, но и где-то мы вот проучили, в общем, группу для подготовки, по подготовке кадров для данного предприятия. Те, кто подойдет, они сразу будут, значит, им приглашение на трудоустройство. Тот, кто там не подходит, будет предложено пройти курсы повышения квалификации или там переподготовки. Вот. Ну и в дальнейшем они даже в резерве кадров будут стоять. В числе отобранных был и герой нашего сюжета. При собеседовании во время ярмарки работодатели тщательно изучили резюме кандидата. Большим плюсом для молодого человека стала его разносторонняя трудовая деятельность. Владимир успел реализоваться во многих ее сферах. В сфере логистики я начал работать с 2016 года, устроившись в компанию общества с ограниченной ответственностью «Рич Сервис», где, проработав там год на должности менеджер по работе с клиентами, я перешел в компанию общества с ограниченной ответственностью Киренский речной порт, где также продолжил работать в сфере логистики, заключения договоров, документальное сопровождение непосредственно поставок всех материалов, оборудования из средней полосы России в Ленск. Сегодня работа Владимира заключается все в том же. Молодой человек – инженер. В его отделе 6 сотрудников, и каждый работает по своему направлению. Работа с документами, переписка с подрядными организациями. В данный момент вот по проекту магистральный газопровод «Сила Сибири» идет большое количество материала и оборудования. Наша задача проконтролировать поступление этого оборудования, чтобы все пришло в сроки в соответствии с договором. И, конечно, чтобы все оборудование оно было качественное, чтобы подрядчик также соблюдал все требования, которые указаны с ним в договоре. Молодой человек признается, что доволен своим новым местом работы. Действительность превзошла его ожидания. Здесь я себя реализую не только как специалист, но и в различных других областях, как по спорту, так и по социальной и общественной деятельности. По словам главного инженера, в ряды своих сотрудников они отбирают только лучших, инициативных молодых людей, у которых есть желание совершенствоваться и двигаться вперед. Отобраны самые лучшие. Вот. Нам нужны инициативные, значит, энергичные люди, которые хотят, значит, стремятся к знаниям, хотят достичь каких-то высот. В этом году предприятие завершает строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и переходит в фазу эксплуатации. В течение 2 лет будет заканчиваться строительство, поэтому на сегодня вот мы в августе проводили ярмарку, и вот сегодня мы проводим ярмарку, где будут уже подготовка специалистов, которые будут обслуживать вот этот вот газопровод «Сила Сибири». Сегодня компании еще требуются инженеры, слесари, электромонтеры, программисты, диспетчеры, линейные трубопроводчики и машинисты. На эти специальности отобрано несколько десятков резюме. Среди них анкеты Станислава Иванова и Данила Чернова. Да, я тут еще хочу спросить, тут узнать, что там по вахтовым методам или здесь, как вообще там график работы узнать, сколько будет зарплата и все, как бы. Ну, ожидаю, что меня все-таки возьмут на работу и пойду энергетиком также дальше по специальности. В планах у «Газпромтрансгаз-Томска» начать строительство газопровода в Калугте Чиндинского месторождения, лупингов и 2 компрессионных станций. Впереди много работы. Будут открыты и дополнительные вакансии. По предварительной информации, еще порядка 100 ленчан смогут пополнить ряды сотрудников компании «Газпромтрансгаз-Томск». Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее. В Якутии предстоит ликвидировать более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья, и 3 якутским городам могут присвоить статус исторического поселения. Не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск.
В этом году в России начинается новая масштабная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Согласно новым правилам в законодательстве, теперь обеспечивать людей жильем будут регионы. В реестре аварийных домов в Якутии более 3000 объектов, подлежащих сносу. О том, как будет строиться работа по переселению и с какими результатами завершилась прошлая программа, выясняла наш корреспондент Ульяна Шагина. Якутия поставила себе амбициозную цель – ликвидировать более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Для городов и улусов это масштабное обновление жилфонда, а для людей – новое комфортное жилье. В новый реестр попали почти все двухэтажные деревяшки, которые типичны для всех улусов республики. В одной из таких деревяшек в столице республики проживает семья Фердинандовых. Жители этого дома по улице Клары Цеткин, 1 в Якутске уже 7-й год ждут долгожданного сноса. Дом был признан аварийным еще в мае 2012 года и не попал под первую программу переселения. Наша съемочная группа уже не в первый раз приезжает по этому адресу. Каждую весну первые этажи этого дома уходят под воду, а у жителей уже просто не осталось сил бороться с управляющей компанией. Николай Фердинандов живет в этом доме с 2003 года с матерью-инвалидом. Их квартира находится на 1-м этаже, и они с ужасом ждут весны, когда талые фекальные воды начинают топить жилье. 2 раза приподнимали полы, но и это уже не спасает. В вот так ходим в воде. Устали мы бороться. У меня мать больная лежит, ей 86 лет. В этой грязи вот это все. Грибки на стенах. Как я ему жить дальше? Год переселения жильцов пока неизвестен. Департаментом жилищных отношений Якутска пока уточняются списки собственников и нанимателей. Способы расселения по прежним механизмам. Наниматели получают новое жилье, заключив договор найма с муниципалитетом. А собственникам квартир в аварийном доме предлагается выбор. Либо деньги, либо равное по квадратуре жилье. Следить за процессом строительства и расселения, качеством работ на местах будет недавно создана дирекция жилищного строительства. Исходя из опыта прошлых лет, будем так говорить, да, и было принято решение о создании общей структуры, которая будет в том числе и координировать действия, и контролировать финансовые, скажем так, направления по конкретным муниципальным контрактам и по муниципальным образованиям. Основная проблема – отсутствие квалифицированных кадров как у застройщиков, так и в муниципалитетах. Предыдущая программа по переселению завершилась со значительным отставанием от сроков. В поселке Серебряный Бор Нерингвинского района до сих пор не завершено строительство 5 домов. Муниципальное образование очень тщательно и внимательно должны отработать по категориям граждан, уже с самими гражданами. И именно муниципальное образование определяет, какой вид или способ они для себя считают наилучшим. Проводится экономическая эффективность, как бы проверка, насколько это приемлемо для данного населенного пункта, то есть будет ли это строительство жилых домов, будет ли это выкуп, либо это будет компенсация и так далее. Новая программа расселения из аварийного жилья охватит все районы республики. Проблему в первую очередь испытают северные и арктические районы. Сложное транспортное сообщение, а порой и полное ее отсутствие, в первую очередь ударят по срокам. Правительство республики сегодня разрабатывает четкие логистические схемы, чтобы не было сбоев при доставке материалов. Кроме того, строить надо будет не только дома, но и новую коммунальную инфраструктуру. Разработка более быстрых схем, более четких схем позволяет, конечно, оптимизировать сроки доставки и стоимость доставки материалов, что немаловажно, поскольку, как известно, стоимость квадратного метра достаточно высокая, именно исходя из того, что транспортные ограничения нам не позволяют круглогодично доставлять необходимые материалы. Особое внимание уделяется при работе с застройщиками. Муниципалитеты начали сегодня поиск застройщиков и заключение с ними договоров. У нас, конечно, есть застройщики в республике, которые и строили, и будут строить в отдаленных улусах. Конечно, мы им будем всячески оказывать содействие. Содействие прежде всего коснется помощи в новых условиях действия 214 федерального закона, который с 1 июля этого года предписывает абсолютно все контракты по долевому строительству переводить на эскроу-счета. В республике наибольший объем аварийного жилфонда в Алданском районе – 180 тысяч квадратных метров. В Ленском чуть меньше – 123 тысячи квадратов. Прошлая программа по переселению завершилась здесь с большим опозданием. Тем не менее, многие ленчане получили долгожданные квартиры и живут теперь в полностью благоустроенных домах с отделкой под ключ.
Наш дом находится в центре города. Дом очень хороший. Мы пенсионеры. Где мы бы эти миллионы взяли, да? Я очень довольна квартирой, очень. В разведчике у нас была трехкомнатная квартира, у нас там было 60 квадратов. И здесь у нас трехкомнатная квартира, 60 квадратов. Региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья разработана и будет рассмотрена уже на ближайшем заседании правительства республики до конца марта. Якутию ждет масштабное обновление жилфонда, и более 60 тысяч якутян станут счастливыми обладателями ключей от новых квартир. Ульяна Шагина, Якутск. А тем временем городу Якутску могут присвоить статус исторического поселения. В настоящее время столица Якутии не входит в соответствующий список из-за отсутствия у регионов России нужных полномочий. Теперь Якутия вправе признавать свои исторические поселения регионального значения. Зачем столице нужен этот статус и что он даст Якутску, рассказывает Саргалана Федорова. Некогда в Якутск приходили и из него отправлялись русские землепроходцы, которые открывали Арктику, месторождения и присоединили множество территорий к Российской империи. Город на вечной мерзлоте, безусловно, привлекает туристов. Но единственное место, которое отображает исторический архитектурный облик Якутска, это Залог, где сохранились подлинные исторические объекты. Сегодня сохранился единственный кусочек. Это заложный фасад. Здесь расположены 37 домов, в которых проживали политические и общественные деятели конца 19-го, начала 20 веков. Вот в этом красивом доме жил глава Мегино-Кангаласского улуса Лепчиков. Отсюда и начинается история столицы республики. Когда в Якутск приезжают туристы, посмотревшие полмира, их привлекает именно эта часть города. В Залоге у каждого дома своя богатая история. В 60-е, 70-е, 80-е годы здесь у нас располагалось здание, именно художественное училище. Якутское именно художественное училище имени Романова, знаменитое. Поэтому вот здесь именно в этом здании получилось огромное количество, эта вся плеяда наших якутских графиков, художников. Статус исторического поселения могут получить и другие города республики – Алёкминск и Вилюйск. Если им присвоят этот статус, то города смогут участвовать в федеральных конкурсах на благоустройство общественных пространств. В таком случае у городов-участников шанс выиграть в конкурсе возрастает до 90%. Размер премии – 50 миллионов рублей. На эти деньги можно благоустроить целый квартал. Главное условие – часть средств должна быть обязательно направлена на реставрацию исторических объектов. И мы сейчас уже ведем переговоры с городом Алёкминска, с руководством Алёкминска мы уже встречались и друг друга поняли. С городом Вилюйском мы договаривались, и 1 марта мы туда должны выехать и пообщаться со специалистами, с руководителями района и общественными деятелями города Вилюйска мы должны принять решение. Итак, с присвоением статуса исторического поселения Якутск, Алёкминск и Вилюйск получат значительную финансовую поддержку для сохранения своего подлинного архитектурного облика и памятников истории. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. В прошлом году Почта России в целом по стране обработала 345 миллионов международных отправлений. Что касается якутского отделения Почты России, то за прошлый год якутяне отправили и получили более 4 миллионов посылок. При этом отмечается, что число международных отправлений неуклонно растет. Но все ли так гладко? На почту отправился наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Якутское отделение Почты России ежедневно обрабатывает сотни международных отправлений. Большинство из них – это товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах. В прошлом году якутский филиал Почты России обработал более 4 миллионов почтовых отправлений. Из них более 1,5 миллиона – это международные отправления. Росту международных отправлений способствует глобальной распродаже в праздничные дни, которые проводят интернет-магазины. Некоторые граждане сталкиваются с тем, что, получая свой заказ в отделении Почты России, получают не тот товар, который они заказывали, либо и вовсе не получают их. Также претензии касаются срока доставки. Заказы могут идти месяцами. Заказы бывает, что не приходят. Потом приходила сюда, один заказ приходила, сюда сколько времени? Нету. А сейчас пришла, 3-й заказ, сказали, что отправили обратно вчера только.
По статистике, большинство случаев с получением не того товара связано с недобросовестными продавцами. Но в народе почти всегда обвиняют сотрудников Почты России, хотя они ответственны только за сам процесс доставки. Как вы думаете, с чем это связано? Вот то, что вот заказ теряется, это все-таки у нас Почта России где-то теряет или это уже у нас в магазине? Нет, походу в Почта России. И это частый случай. Не только я одна так. Многие вот так вот говорят. Иногда бывает, что вот это чужой тебе заказ, а ты уже откуда его знаешь? И смотришь, отслеживаешь, оказывается, чужой заказ. Один из последних вопиющих случаев с онлайн-покупками в стиле ожидания реальность произошла с якутянином, который заказал через интернет весьма дорогие наушники и за уплаченные 12 тысяч рублей получил вместо них кусок дерева. В Почте России по данному инциденту дали такой комментарий. По указанному происшествию официально запросов от клиентов в адрес УФПС Республики Саха-Якутия не поступало. Клиент указывает на то, что посылка не имела видимых повреждений. В такой ситуации надо обращаться непосредственно к продавцу. В МВД по Якутии отметили, что в республике постоянно растет число пострадавших от интернет-мошенников. Вместо заказанного товара приходит, например, либо стакан граненый. Заказал сотовый, пришел стакан граненый. Заказал другое что-то, пришло. Они обычно ложат подходящее под вес товара. Подобных ситуаций в прошлом году зафиксировано было около 10. В настоящее время, в текущем году, около 2 фактов имеется. Как себя обезопасить? При получении интернет-заказа или посылки вы обязательно должны предъявить оператору документ, удостоверяющий вашу личность. Оператор, в свою очередь, должен проверить все ваши данные и только после выдать вам ваш заказ. И уже далее, не отходя от стойки оператора, вы должны вскрыть свой заказ, проверить его на наличие и на сохранность. В противном случае претензии не принимаются, так как при получении вы тут же расписываетесь за товар, что вы не имеете претензий к службе доставки. Но если вы соблюли правила, то Почта России обязана провести служебную проверку и выплатить компенсацию. В случае утраты или повреждения простой посылки выплачивается компенсация в размере 40 СПЗ и 4,5 СПЗ за каждый килограмм посылки. Также выплачивается сумма тарифной платы. В случае утраты, порчи или повреждения части международного отправления Почты России компенсирует ее фактическую сумму, но не более сумму, установленной за полное хищение или повреждение отправления. Итак, работники Почты России и сотрудники МВД просят якутян быть более бдительными и не поддаваться соблазну за погоней за дешевыми товарами и ценами. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Это была программа «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Иван Лазаренко. Хороших вам новостей и событий.